Когда говорят Алиш, очень многие воспринимают это слово, это имя не как имя писателя детского, а как наш дворец детского творчества. К сожалению, многие, особенно приезжие, не знают вообще, кто такой Алиш, почему наш дворец носит такое имя. Многие дети, которые сюда приходят, впервые побывав в нашем музее, узнают, что действительно это был не просто герой, антифашист, а это был детский писатель, главным девизом своей жизни сделавший такой лозунг. Он сказал еще до войны: все свое творчество желаю посвятить детям. А сейчас дети нашего дворца свое творчество, конечно, посвящают Алишу. И Абдулла Алиш – это не просто знаковая фигура в нашей литературе, не только как бы основоположник такой большой детской литературы. Его называют нашим татарским Гайдаром, потому что он в своих произведениях, в пьесах, он всегда говорил о нравственных основах воспитания нового человека. Это и честность, это и порядочность, это добросовестное отношение к своему труду. И надо сказать, что мальчик, родившийся в небедной семье, который с первых дней своих жизни видел любовь и просто обожание своей семьи. Вообще его рождение – это очень такая драматическая история, потому что в семье Габдель-Бари и Газизе Апа дети рождались и умирали. Но эту историю я, наверное, вам сейчас рассказывать не буду, потому что это целая тема отдельной экскурсии. Но вот здесь вот у нас экспозиционно наш музей как бы представляет три разные экспозиции. Вот эта экспозиция – это дом матери, дом мамы, которую он обожал. И вот эти две вот маленькие картинки – это гипсовые картинки, раскрашенные. Он подарил своей маме на первую свою зарплату. Здесь на столе мы можем видеть предметы быта, принадлежавшие семье Алиши. А на этой фотографии мы видим и Газизу Апа. Вот тут вот на этой фотографии видите часы, и эти часы вот у нас здесь в музее находятся. Это Шамаиль, который находился в доме Алиши. Это полотенце из семьи Алиши. И вот здесь у нас есть очень ценные экспонаты. Вообще в нашем музее очень много экспонатов подлинных. Вот этот экспонат, я его прячу, потому что это выцветает. К сожалению, не все правильно делается. И вот это письмо мамы Алиша, Газиза Апа, написала на арабском языке. Она писала сказки, она писала стихи. Она ждала своего сына, любимого сына, долгожданного сына с войны все годы, пока она была жива. Это шаль мамы Абдуллы Алиша. Вот. Ну, вот эта часть экспозиции, это уже часть его семьи, ту, которую он сам создал, ту, которую он обожал, боготворил. Здесь предметы, относящиеся к быту семьи. Мы здесь можем увидеть и вот такой сервиз, и какие-то другие вещи. Вот этот чайничек, причем английский чай, чайник из дома родителей Абдуллы Алиша. И он сюда к нам попал, просто тут не надо это показывать, и там тоже. Ну вот здесь вот эти предметы быта, эту мебель Абдулла Алиш покупал на рынке. Он хотел воссоздать в своем доме ту атмосферу, поставить такую же мебель, которая была в его доме. Это мне рассказывала супруга Абдуллы Алиша. Она говорила, что он хотел, ну, как бы вот возродить вот эту свою семейную атмосферу. Вот, конечно, на этих рынках не было возможности купить целые вещи. И вот тут он приглашал плотников, которые попытались воссоздать вот такую дверь, но вы видите, качество не очень хорошее, но говорит о том, что Алиш стремился как-то сохранить тепло и уют своего родительского дома в своей собственной семье.
Ну, вот это зеркало это прослужило семье долго, и оно сыграло немаловажную роль в, скажем, обеспечении некого благосостояния уже после того, как Абдулла Алиш пропал без вести, потом выяснилось, что он попал в плен, а в плену он сыграл одну из важнейших ролей, именно возглавлял пропагандистское направление в группе Гайнана Курмаша, в которую позже попал и Муса Джалиль. Документы Мусы Джалиля, его моабитская тетрадь, нашлись гораздо раньше, хотя роль его в этой организации, ну, скажем так, она была, ну, позже он в нее вступил. И Абдулла Алиш как раз он занимался тем, что печатал газеты, печатал листовки на татарском языке, потому что до 1939 года у нас ну, среди, скажем, вот этих уральских тюркских республик использовался латинский шрифт. И это было удобно. И в этих листовках в верхней части рассказывалось о том, что да, вступайте в ряды, это для тех, кто уже был в концлагерях, вступайте в ряды легиона Эдель-Урал, и мы будем тут вот готовиться к великой битве, будем сражаться. А нижняя часть, которую следовало, когда прочитаешь, оторвать, там как раз сообщалась сводка информбюро. И когда немцы говорили, что Москву взяли, Сталинград разбили, Ленинград уничтожили, внизу реальные события освещались. До 1943 года эти реальные события явились таким мощным, скажем, порывом для плененных наших солдат, тюрков, это и башкир, и татар, вступать, но никогда не направить свое оружие против Красной Армии. Потому что они знали, что да, скоро нас освободят, и как можно больше вредить. Да, немцы их готовили, да, немцы их попытались использовать на Восточном фронте всего один раз. Первые 1000 бойцов, подготовленных в Эдель-Урал, были заброшены в Белоруссию для того, чтобы именно наши татаро-башкирские легионеры пожертвовали собой, сражаясь с белорусскими партизанами. Немцы их боялись. Огромные территории были партизанским краем, куда немцы боялись сунуть свой нос. Они решили чужими руками украинских националистов, эстонских националистов, прибалтийских, литовских. Они жгли белорусские деревни, которые были на поверхности, которые были в зоне досягаемости. А нас, татар, как они считали, весьма отважных, храбрых и, может быть, безрассудно храбрых, заслать в тыл белорусским партизанам, и что мы там будем за немцев сражаться. И оказавшись в Белоруссии в феврале 1943 года, наши легионеры, 1000 человек, стали сразу же искать пути взаимодействия с партизанами. Делали они это аккуратно, но тем не менее нашелся среди местных жителей человек, который был, ну скажем так, выдавал себя за партизана, и он немцам выдал, что вот эти вот татары ищут пути, значит, проникновения в партизанские отряды с тем, чтобы сражаться на их стороне. Немцы не поверили. Они подумали, что просто мы применили такой хитрый ход, чтобы проникнуть туда и изнутри убивать партизан, но тем не менее стали наблюдать. И в день, когда должен был произойти переход, причем условием этого перехода надо было просто перейти и сдать оружие. И на реке, которая являлась некой границей между партизанским краем и территорией, захваченными немцами, на этой реке в феврале месяце состоялся этот переход. Немцы были в засаде. И когда они увидели, что наши татары, башкиры, легионеры Эдель-Урал стали сдавать оружие с поднятыми руками, переходить на сторону партизан, а партизаны тоже им не верили. Они тоже не могли понять. А вдруг это действительно такая провокация, которую они впустят 1000 человек вооруженных и хорошо обученных, и они действительно могли нанести существенный урон партизанам. И вот тут как раз происходит то, что немцы из своих засад, из пулеметов, из минометов расстреливают